Привет всем, ребят! Сегодня 24 сентября. В селе еще тьма, ничего не видно. Уезжаю на охоту. До рассвета нам надо ехать на машине. Сейчас время 4 часа утра. Ну, до рассвета где-то полчаса. А дорога нам, наверное, возьмет время где-то час езды. Еду на охоту. Охота будет на рябчика. Такие планы. Посмотрим, что из этого получится. Еду в сторону первой избы. Ну вот, начинает уже расцветать. Половину пути я проехал. Остановился просто. Это что, выстрелили или как? Вроде как там стреляют. Ну, утиные перелеты сейчас идут. Да. Надеюсь, слышите? Это там большое болото, а на болоте там озеро, Пытвад называем. Вот там 7-10 человек иногда бывает набирается. И вот по утрам долбят. А поздней осенью уже круглые сутки там дежурят. Хорошо там летит всегда. Хоть на реке уток нету, на этом озере всегда заходят туда утки. Ну вот там и долбят их. Сегодня ветрено. Ветрено, не знаю. Но вот самый трудный путь еще у меня остается. Половина пути. Здесь начинается бездорожье. Многие смотрят на мою езду, как могут, меня обсирают, что я такой-то водитель. Но на экране видно, что дорога кажется, что идеальная, неглубокие ямы. А УАЗик, вот именно этот УАЗик бортовой, он всегда застревает, потому что у него зад, где со стороны кузова легкий. И прошлый раз уже на ровном месте буксовал. Ну, на экране не видно было, что колеса не крутились. Денис у меня снимал. А с другой стороны все крутилось. Ну, передок, все было включено, но вот не ехал. Ну, зачем объяснять? В принципе, кто понимает, кто ездит, никогда не напишет такое. А я как умею, так и езжу. И, как сказать, бывает, объезжаю ямы или же вообще не лезу туда, чтобы время не терять. С завтрашнего дня будут дожди. И вот я решил сегодня еще сходить на боровую птицу. Стою вот в надежде увидеть утку. Без ружья, без ничего. Оружие у меня в кабине. Сегодня взял север. Тишина. Ладно, надо ехать. Уже расцветает. Дорога еще не близкая. Осталось-то километров 7, наверное. Может меньше, но думаю, даже меньше. У нас бездорожьем шутки плохи. Здесь возле реки самый опасный. Дорога уже уходит в реку, поэтому опасненько.
Ладно, поеду я, ребят. Посмотрим, как там проеду, нет. О, ребят. Вы даже не представляете, какая погода. Снежок начинается. 24 сентября. Чуть не перепутал, думал, октябрь. 24 сентября. Нет такой поездки или похода, чтобы я сюда не останавливался. Я всегда минуту-две стою тут, наслаждаюсь этой природой, этой красотой. И основную я проехал, проскочил вообще, нормально проехал. Думал, там буду мучаться, но сейчас глина чуть-чуть такой слой подсох, и легко прошла машина. А когда вот после дождей, вот сегодня к вечеру, наверное, будет дожди, и глина потом как мыло становится. Очень трудно едет машина. Скользит. Что-то тишина, не стреляют. Тишина. Ладненько. Сейчас я постою еще минутку и дальше поедем. Ну вот, сворачиваем. Наши края уже. Снег еще не прекратился. У меня тут трава заготовлена. В прошлый поход с Денисом мы спилили березу, которая была повалена ветром. И поперек дороги, вы видели, наверное, я пилил там. И сейчас я, наверное, загружу все это дело и отвезу сразу к избушке, потому что это может быть, не знаю, может еще приеду, может и не приеду, а сейчас пока время есть, столько дров, в принципе, не помешает. Возле избушки выгружу. А будет ли поход в этом году на УАЗике, фиг знает. Не могу сказать. Этих валежников, ребят, вот смотрите, бери не хочу, береза гниет, можно также спилить и на дрова,
Но это, что я загрузил, вполне достаточно пока. Куда больше. Везде гнутые рябины. Медведи там тоже. Ну, сейчас все звери, медведи, лоси там. Лось животное, конечно, они все на рябинах сейчас. Птицы. Рябины много в этом году. Ягод нету, но рябины много. Так что с голоду не умрут, как я уже в других фильмах говорил. Снег еще идет. Прям великолепная погода. Сухой снег пока. Слякоти нету. Вот наша фазенда. Смотрите, сколько натоптано. Опа. Там свалилось. Я там проезжал с Денисом, а этой тропинки вообще не было. Смотрите, сейчас сколько ездили машины. Интересно, кто тут побывал. Да. Это после нас уже. Здесь вода еще стояла. Кто смотрел фильм, помнит. Тут вода, утки были. Вот. Самое главное, доехали. И вовремя. Сейчас чаек попью и газку. Сейчас пеший поход будет. Километров 30 у меня в планах так круг сделать. Примерно так. Так, где бы остановиться и выгрузиться. Так. Возле бани выгрузить или... Так. В стороне, может, там где-то остановлюсь. Вот тут. Блядь, где-то сосна тоже. Лотерея тоже надо свалить, блин, эту сосну. Возле бани, где именно выгрузиться. Лодка на месте, баня стоит. Мусор вон как. Не то собаки, не то еще какие птицы, звери. Все по-старому, ребят. Ничего не изменилось, только уровень воды чуть-чуть упала. В сравнении с прошлым походом. Избушка стоит. Все хорошо. На первый взгляд. Так. Ну тут мы открытым оставляли. Я доски привез. Закрыть. Ну вот тут тоже все открыто. Давайте зайдем внутрь. Челом здорово, Карка. Давно я не был тут. Вот. Так, ну вот сейчас темно, конечно, ни хрена не видно. Насчет плесени хотел еще посмотреть. Вот визуально смотрю, на первый взгляд ничего не наблюдаю. Да, пока тишина. Медный купорос я привез. Главное, чтобы с рюкзака не забыть вытащить и оставить. Не буду же я с собой таскать. Все хорошо. Так, дрова чуть позже, как приду, выгружу. А сейчас надо собираться уже. Так, чаек глотнем. Ну все,
тут у нас что? Купорос надо оставить. Смотрите, он тяжелый. Почти полкило. Медный купорос и железный купорос, или что там я привез. Но если обратно придем, еще будет светло. Посмотрим. Так, тут справа. Туда-сюда. Это нам оставим. Повербанк еще возьму. Подзарядить там видеокамеру. На столе все чисто. На столе все чисто. Видно, что мышей нету. Был поход у меня на Таежную речку. И за целый день, вот целый день с утра до вечера я бродил. И одного мыша только встретил. Пробежал. А раньше этих мышей было миллионы, тысячи. А сейчас мышей дефицит. Нету мышей, нету зайцев. Нету зайца, нету куницы. Это такое правило. Закон тайги. Короче, и сейчас еще дополнительно, вот сейчас буквально на прошлой неделе на Плещеевска опять был запуск очередной ракеты. Предупреждали, что ракеты пойдут через наши районы, и буквально кварталы еще там. Но опасность ожидает с небес, ну, что там от ракеты падает какие-то, сами понимаете, что там. Ребят, я вот снимаю и чуть-чуть нервничаю, бывает там, забываю некоторые слова, но свои подписчики уже привыкли к моему языку, к моему акценту, к моим словам, не придираются, все понимают. А для новичков, ну, значит, вы сами поняли, о чем речь. Ракета летит, там ступень или что там отсоединяется, и эти безделушки с небес вот падают на наши районы. Идет от этого радиация. Погибают птицы, звери. Все это дело. Я уже сколько рассказывал. Климат намного поменялся. Экология. Резко так все посветлело. Ну да ничего, самый раз. Сейчас рябчики будут просыпаться. Уже ждут Олега. Пойдем посмотрим, хоть есть, нету тут птица. До ручья поднимусь. Если есть птица, до свидора сходим. Если нету, другими путями пойдем. Пока на улице прохладно, холодно даже. Вон наша изба. И тоже вот этой картины в прошлый раз не было. Медведь перепахал тут все. Личинки ищет или я не знаю что. Короче, все луга в этом году медведи перепахали. Вот тут уже не скосить. Все, луг испортили. Оставляю свой вешмешок. Короче, тут озеро. Я уже пришел оттуда, озеро посмотрел. Уток не было. А сейчас кряква там кричит. Решил обратно возвратиться, посмотреть.
Вон. 3 штуки, оказывается, были на середине. Взлетели, улетели. Это сейчас, наверное, они садились или что? Откуда появились? Или в траве были, они вышли. Кроме них. До сюда я доходил. Волны ничего не было. Кузел не спустился. Но походу они сейчас только прилетели и сели. Теряем время. Справа дорога, это считается летняя. Вдоль реки поднимаются. А я пойду на зимник. Караката мы также, вон видно, ездили. Где-то метров 400, наверное, вот тут бездорожье. Пешком трудно идти. А там уже более-менее сухо будет. До сюда, сколько шел, ни одного свиста рябчика я не слышал. Свистел, не отзываются или нету, или тут кругом следы. Ну, каждое утро озера люди проверяют. По пути рябчиков, может, гоняют. Странно, конечно. Обычно в этом месте уже не столько штук я, бывает, стреляю по пути. А в этом году пока тишина тут. Ладно, сейчас там начнутся тоже хорошие места. Там посвистим. Еще одно озеро проверил. Там пусто, уток не было. Блин, как будто октябрь месяц. Снежок уже под ногами. Рано что-то. Снег пошел. Очень рано. В декабре, наверное, дожди будут. Не вовремя, снег идет. Полный штиль, ребят. А тут, смотрите, трудяга перепахал вдоль дороги. Только сил у них, блин. Но это еще ничего. А на лугах там дерны, конечно, они там перепахали. Да. Неутешительно. Начало не очень. Уже иду по тем таким местам. Сами видите. Ништяковские места. Рябчики должны тут быть. Отозвались 2 рябчика. Один здесь, другой. Улетел. Несколько штук. Летают туда-сюда. Штук 5 уже. Не меньше. С каждым свистком все их больше и больше становится. Но не подлетает ни один. Сидят на высоких деревьях и все. Надеюсь, слышно. Уже где-то примерно 7 штук их тут. Терпение, ребят, закончилось. Ни в какую не идут. С одной и с другой стороны тоже там.
Сейчас я зайду в лес и буду наблюдать, может, где увижу их. Одного я увидел. Вон он. Примерно 60 метров от меня. Попробую шлепнуть его. Ребят, я попал в рябчика. Но этот рябчик уже другой. Первый выстрел первого рябчика я промазал. Ну, неудобно. Встал так. Руки тряслись. Хотя ружье у меня пристрелено. А вот второго... Так. Где-то он на осине был. Большая осине. Перелетел с одного дерева на другое. Вот залетел. Так. Вон он. Я вижу его. Вот он, ребят. На этой осине, ребят, смотрите, какая осина здоровая. Ну, вот ружье поставил. Диаметр, наверное, 70 сантиметров. Вот так вот. Хороший выстрел. Самец. Вот, ребята. В грудину куда-то попала пуля. Ну вот, начало есть. Рябчиков дофига оказалось тут. Но не подлетая, спрятались все. Деревья высокие, ельник. Не взять их тут. А на свисток не подлетают ни в какую. Ладно, идем дальше. Сейчас я рюкзак закину и дальше пойдем. Ветер стих, такая погода ясная, прохладная. Можно свистеть. Самое то на рябчиках ходить. Но почему-то не отзывает. Но отзывается, но не подлетает. Интересно для меня это. С погодой я угадал 100%. Но рябчики вялые сегодня.